Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 4 февраля. Суббота и воскресенье, как вы знаете, я пишу в другом формате, не в формате, пассиансов. Я писала на колоде Ленорман, пробовала по-разному, там кубики 2, 1, то есть пробовала просто свое количество событий выбирать. Сейчас я придумала еще один формат, то есть еще один эксперимент. Рано или поздно, мои эксперименты закончатся, мы на чем-то с вами остановимся. У меня пришла идея, я просто в комментариях читаю, и каждый пишет, что вот у меня только эта колода подходит, мне только это, мне это, то есть у каждого своя. И я подумала, почему не попробовать вариант, на выходные, субботу, воскресенье. Я беру 5 колод, вы для себя выбираете любимую, и я смотрю, какие она мне покажет события. То есть вы выбираете либо по колоде, либо можете по номеру выбрать 1, 2, 3, 4, 5, как вам будет удобно. Давайте попробуем так, то есть проведем такой эксперимент еще. Это не значит, что я буду так делать всегда, то есть я могу вернуться, к прошлому формату. Пока попробуем так, интересно, что получится из этого. Так, смотрим, начинаю я с первой колоды, называется она «Красные, черные бриллианты». Значит, смотрим, сколько событий для тех, кто выберет эту колоду. У нас в субботу, 4 февраля, сколько у них будет событий? 9. Все, теперь я мешаю, и мы с вами смотрим. Покажите мне 9 событий для тех, кто выбрал эту колоду на субботу. Какие у них будут события? 9 карт подряд. Так, смотрим. Так, значит, смотрите, что может быть в субботу. Значит, вы можете заниматься своим здоровьем. 4 пик, всегда показывает плохое самочувствие, болезни, больницы, возможно, посещение больницы, либо какого-то медучреждения. Дальше 5 трефовая показывает, что вам придется поработать в этот день, то есть 4 трефовая показывает работу дома, то есть на дому что-то почитать, изучить, не знаю, проконсультировать, кого-то. 5 показывает, почему просто это нужно делать. Потому что нужно уметь, то есть большая конкуренция, то есть вы вынуждены будете в этот день работать, чтобы конкурировать с другими. Чтобы не потерять, например, клиента, то есть или не потерять что-то, скажем так, среда вынуждает вас работать в этот день. То есть это не добровольно, я взял с собой работу, решил поработать. Нет, это когда среда меня вынуждает. И здесь еще выпадает король трефовый, то есть 10 человек. Возможно, это начальник, то есть какой-то ваш или коллега по работе, клиент, то есть, возможно, будет какое-то взаимодействие с мужчиной еще. Также у вас выпадает король бубновый, у нас показывает либо друзей, то есть мужчина, мужчина, друг, может быть родственник, если нет мужчин, друзей, общение с этим мужчиной. Дальше джокер, это карта манипуляции, то есть она показывает, что вами могут манипулировать в этот день. Опять же выпали люди, возможно, кто-то из них будет вами манипулировать, то есть пытаться вас делать по-своему, заставить. Дальше выпадают хлопоты, связанные с личной жизнью, то есть валет червовый, это какие-то неприятности, проблемки, недопонимания, ссоры могут быть. Опять же, то есть, возможно, потому что, вы проводите время не с любимым человеком, тут у вас дела какие-то, заботы. Из плюсиков, смотрите, приходит много денег, 10 буба, то есть это прям очень большая сумма. То есть, возможно, работа, то есть эти действия приносят деньги. Кстати, король бубновый, это может быть еще мужчина, который, допустим, выдает сумму денег. Иногда проигрывается. Это мужчина, связанный с деньгами. Король мужчина, буба деньги. И туз червовый – это исполнение желания, получение желаемого. То есть когда исполняется какое-то желание. Может еще дом показывать. То есть мы проводим время дома, допустим, вечером. Такие события. То есть у вас, видите, показывает, что придется в субботу поработать, но вы зато можете заработать какую-то хорошую сумму денег в этот день. Так, хорошо, значит, первый вариант разобрали. Смотрим дальше. Второй вариант, это будет колода «Индийский пасьянс». Смотрим. Покажите мне, пожалуйста, события на 4 февраля для тех, кто выбрал эту колоду. Какие у них будут события 4 февраля?
Смотрим, суббота. Конвертик. У вас может быть получение в этот день. Можете получить посылку, новость какую-то. Слезы могут быть. Дама пиковая. Возможно, вот эта дама вас доведет до слез. Потому что она у нас показывает женщину, с которой вы в сложных отношениях. Да, вы постоянно ругаетесь, ссоритесь. Да, видите, разорванное сердце. Орел — это у нас специалист какой-то, может быть, птица высокого полета, да, то есть человек, к которому мы обращаемся за советом, помощью, подсказкой. Знак вопроса. Переживаете, да, то есть какая-то тема в голове крутится, ну, возможно, это вот это. И ключик. Ключик показывает открытые двери, возможности. Смотрим, значит, что выходит. Ну, видите, есть как бы несколько событий не очень, но есть и хорошие, да, то есть 50 на 50 день получается. Из минуса слезы, какое-то разочарование. Возможно, это будет связано с дамой пиковой, то есть какой-то женщиной, которая вот доведет вас, да, до этих слез и до переживаний. Вы о чем-то переживаете, волнуетесь, знак вопроса, но здесь есть орел, да, который может как бы избавить вас от этих мук, да, то есть и решить этот вопрос. Орел всегда показывает какого-то специалиста. А из плюса есть у вас получение в этот день и ключ, да, то есть ключом мы открываем двери, то есть решаем какие-то проблемы свои. Поэтому, в принципе, да, когда выпадает ключ, то день очень удачный именно для решения вопросов каких-то и дел. Но зато вот минус будет в отношениях, да, с какой-то женщиной. Вот такая информация для вас, второй вариант. Благодарю за внимание. Обязательно пишите в комментариях, проигрывается или нет, да, чтобы мы понимали, да, вот стоит записывать в таком формате. И я перехожу к третьему варианту. Третий вариант — это у нас колода Ленорман. Да, такая вот очень интересная. Смотрим, покажите мне, сколько событий будет у третьего варианта 4 февраля. У тех, кто выбрал колоду Ленорман. Эту. 11 событий. Очень много. Смотрим. Треть колоды. Сейчас будем смотреть, что там у вас за такое количество событий. 4 февраля. События для тех, кто выбрал эту колоду. Покажите мне. Так, как бы мне еще поместиться? Первое. Сразу же лиса выскочила. Значит, смотрите, что получается. Может быть обман в этот день. Возможно, обман будет идти от мужчин, да, то есть подсказочка. Какой-то мужчина может обмануть, поэтому, да, вот все слова мужчин как бы перепроверяйте.
Дальше общение с друзьями будет точно, да, то есть карта сад показывает, где-то встречаемся в парке, в театре, не знаю, там в торговом центре, то есть с друзьями встречаемся. Крысы могут показать потери, но, может быть, имеется в виду финансовые потери, то есть тратим на это, да, какие-то деньги. Либо, возможно, что-то потеряете, да, какую-то вещь, может быть, потеряете. Выпадает еще карта метла. Метла и плеть – это ссора. Возможно, имеется в виду, потеряется отношение с кем-то. Сейчас, секундочку. Так, продолжаем. Значит, я вам рассказывала про метлу и плеть, да, то есть, что это может быть ссора. Вот здесь как раз, да, вот может быть ссора, да, то есть, а крысы могут показывать, например, потеряли отношения с человеком, потому что поссорились, да, вот с кем-то из окружения, да, то есть, по саду. Сад – это у нас всегда какое-то общество, отдых в компании, да, то есть, в компании с кем-то поругались. Дальше, значит, выпадает звезда. Звезды у нас показывают надежду, когда мы на что-то надеемся, да, то есть когда нужно не терять эту надежду. Могут показывать еще романтику, да, то есть какие-то вот такие события, связанные с романтикой, то есть и женщина выпадает рядом. Либо надежда на общение с какой-то женщиной может быть. Надежда на решение вопроса горы, да, то есть гора – это препятствие. Например, либо женщина, либо мы с женщиной попадаем в какое-то препятствие, да, то есть а звезды показывают, что мы не теряем надежду решить этот вопрос, да, то есть, мы понимаем, что, в принципе, да, то есть тут ничего страшного. Да, то есть это все можно с этим разобраться. Солнце показывает хорошее настроение, да, что подтверждает решение этого вопроса. А аист у нас показывает дороги, да, то есть, возможно, в дороге произойдет, да, какая-то проблемка, не знаю, там, перекрытая дорога, да, то есть, пробка большая, да, то есть, еще что-то, то есть, какая-то проблема в дороге. И аист, да, то есть, показывает, что, возможно, в дороге это будет. И еще аист показывает перемены, то есть, когда вот у нас был один план, да, то есть, мы планировали, что будет так, а если выпадает аист, то говорят, нет, будет по-другому, да, то есть, придется перестраивать свой маршрут, да, то есть и все будет по-другому, не так, как ты рассчитывал. Но с другой стороны, Солнце говорит, что даже если что-то и поменяется, все равно настроение вам это не испортит. Ну, вот такая тут у меня для вас информация. Ну, прям день какой-то очень-очень насыщенный у вас. Благодарю за внимание. Дальше переходим к четвертому варианту. Четвертый вариант – это индийский пасьянс, да, вот многими самый любимый. Смотрим. Индийский пасьянс. Событие 4 февраля. Для тех, кто выберет индийский пасьянс, покажите мне события на субботу. Какие у них будут события? Нерешенный вопрос показывает цепь. Какой-то вопрос может не решиться у вас в этот день. Так, я сейчас, наверное, не помещусь. Буду сдвигать. Ключик. Ключик все в ваших руках. Конфликт. Мечи. Корону нельзя. Неприятность. Ну, это, я думаю, что это она и есть. Да? То есть вот этот конфликт, это и есть неприятность. Деловое общение. Тайная встреча. Приглашение. Ножницы нельзя.
И здесь я не вижу. Значит, смотрите, получается, в этот день выпадает нерешенный вопрос, деловое общение, неприятность, конфликт, ключ, да, показывает, что, в принципе, вы совсем можете справиться, разобраться. Также может быть приглашение и тайная встреча. Возможно, вот это вот общение будет тайным, да, то есть может быть из этой тайны конфликт, то есть тут можно эти события соединять, да, вот в одно, иногда они так показывают одно просто в красках. Ну, я называю вам по отдельности, потому что у каждого проигрывается по-своему. Ну, вот такая информация. Есть как бы плюсики, да, то есть ключик, это прям очень хороший плюс. Но есть и минусы, видите, то есть минусы тоже есть. Благодарю за внимание. И переходим к пятому варианту. Посмотрим еще на колоде Ленорман события. Так, пятый вариант. Колода Ленорман, да, то есть, ну, немножко другие, да, картинки здесь. Называется она «Мистическая Ленорман». Так, смотрим. Покажите, сколько событий будет тех, кто выбрал колоду «Мистическая Ленорман». 7. Сейчас посмотрим, что у вас. 7 событий. 4 февраля. Так, первое. Крест. Это что за день такой? Второе. Третье. Слушайте, ну прям одна карта хуже другой. Вы мне потом напишите, вообще эту колоду, да, не берите, потому что выпадают, да, когда выпадают плохие карты, все сразу считают, что это колода плохая. Нет, дело не в колоде. Значит, смотрите, из 7 карт, да, то есть 5 карт выпали те, которые, ну, идут со знаком минус в колоде. А их, в принципе, всего там 7-8, да, скажем так. Но, опять же, зато вы можете быть предупреждены, да, то есть в этом тоже есть плюс прогноза в том, что ты уже, да, вот готов, скажем так, к чему-то. То есть крест показывает, что точно будет какое-то испытание, да, то есть какая-то неприятность, да, то есть придется нести какой-то крест. Карты даже подсказывают, это может быть гора. Да, то есть гора – это препятствие. Мы наталкиваемся на какое-то препятствие. Что это может быть? Ну, тут уже, знаете, как все что угодно может быть. Задержка рейса, да, то есть какая-то, не знаю, проблема, вы хотели что-то купить, нет в наличии, да, то есть, ну, тут миллионы вариантов можно примера провести. Ну, ключевое слово – это препятствие. Мне приходится это препятствие, то есть искать, да, вот какой-то выход, как вот обойти. Конечно же, сразу же идут следом тучи. А тучи – это переживания, да, то есть показывает, что вы переживаете, да, из этой ситуации, волнуетесь. Вам тучи еще иногда показывать неясно. То есть вот я не понимаю, как мне решить как решить эту проблему. 11. Метла и плеть. Да, карта метла и плеть, она показывает ссоры, скандалы. Но в этой колоде у нее есть еще такая особенность, как самобичевание. Видите, он себя бьет. То есть, возможно, здесь имеется в виду, что вы не с кем-то поссоритесь, а что из-за вот этой ситуации всей, да, то есть из-за этих переживаний, вы будете заниматься самобичеванием, да, то есть себя вот как бы ругать, да, то есть ругать себя, возможно, из-за вас произошла эта проблема, да, вот это испытание. То есть сами себе создали какую-то проблему, да, и потом сами себя ругаем, да, вот если бы я там так сделала или по-другому, вот если бы я это взяла или не взяла, да, то есть вот эта вот карта может показывать, что вы себя ругаете. Ну, тут уже, если произошло, ну, что уже толку себя ругать, да, то есть уже это вопрос не решит, и в прошлое вы не вернетесь, да, чтобы это все исправить, поэтому вот как бы не ругайте себя. Что произошло, то произошло. Дальше ситуация немножко налаживается, да, потому что выпадает карта сердца. Пара, да, то есть, возможно, здесь кто-то из тех людей, которых вы любите, придет вам на помощь, да, то есть вот в этой ситуации. Ну или просто, в принципе, карта может показывать, что хорошие будут взаимоотношения в этот день, там, с любимым человеком, да, с теми людьми, которых вы любите. Аист. Аист у нас показывает семью, да, опять же в этой колоде, то есть здесь прям вот он такой, знаете, семейный аист, да, с детками. То есть, возможно, проводите время с детьми, это может быть поездка, перелет, да, куда-то, то есть мы куда-то перелетаем с одного места на другое, переезжаем.
Ну и аист, конечно, еще его важное значение – это перемены, то есть когда все идет не по плану, да, то есть вот как раз вот этот крест – это намек от аиста, да, что вы планировали провести день по одному, да, то есть вмешалась вот эта ситуация и пришлось свои планы перестраивать. Змея показывает обычно человека, которого лучше как-то, вот знаете, остерегаться. Да, то есть это либо кто-то, кто вам завидует. Иногда еще показывает, допустим, человека по году рождения змея. Да, то есть если в окружении есть, может и так проигрываться. Но обычно это, да, вот кто-то, кто может на вас нападать, потому что что-то свое защищает. Да, то есть, возможно, у вас есть какие-то виды, да, скажем так, на что-то человека-змеи, да, то есть здесь вот он просто идет в атаку, в нападение, потому что защищает, да, вот свое яйцо, скажем так. Поэтому вот такая вот тут информация для вас. 5-й вариант, кто выбрал эту колоду. Понимаю, да, что не сильно приятно, но с другой стороны, если вы будете очень аккуратны, очень внимательны и очень осторожны, возможно, вам вот этой ситуации удастся избежать. Да, то есть просто вот вы не допустите эту ошибку. Вот такая информация. Благодарю за внимание. Обязательно пишите, нравится, не нравится. Попробуем еще завтра, до воскресенья. Я еще тоже попробую в этом формате. А в следующей неделе уже посмотрю. Да, то есть в зависимости от ваших комментариев, да, то есть уже потом буду делать выводы. Благодарю за внимание. Жду вас на своих новых видео.